Всем привет, друзья! Всем доброго дня! Мы по-прежнему на берегу озера Иссык-Куль, нашей жемчужины. Гуляем, наслаждаемся этими прогулками, этим воздухом и вообще всем, что здесь нас окружает. Все очень нравится. Хоть их погода иногда хмурая, но все-таки это того стоит. Сейчас мы с Бастырей, в самих Бастырях, и гуляем по берегу, пришли на пляж Кыргызского взморья, тоже санаторий. Покажем, может быть, вам интересно будет. Вот так выглядит. Это частный сектор. Если вот так смотреть, это Кыргызское взморье, а это все уже застройка частная. Все вот так вот быстро все здесь растет. А это вот озеро Коса. Сколько-то лет 15-18 назад по ней мы ходили. Вода на ноги мочила вот по самой верхней части косы. Сейчас вода вот так вот упала. Вернее, я хочу что сказать. Позапрошлый год, по-моему, вода ниже была в прошлый сезон точно. Мне сейчас кажется, что она уже повыше стала. Будем надеяться, что уровень воды растет. Там вон люди купаются даже. Вода еще теплая, можно сказать. Не как летом, конечно. Но есть любители, которым нравится такое купание. И много очень просто гуляющих, как мы, но не купающихся. Чайки. Хотим сейчас по территории. Мы же по берегу пришли. Зайдем на территорию. Может, там что-то увидим интересное, новое. Да, друзья, по пути сюда мы забрели на одну территорию частного какого-то пансионата. Мы были удивлены, насколько она зеленая, сколько там насаждений всяких цветов, кустов, деревьев. Да, и такой контраст. Позже, может быть, сниму. Нет, наверное, не буду. Туда далеко. Можно забрести, в общем, в заброшенный какой-то пансионат, а можно вот в такой. Капец, как тут зелено все это вообще. Чего тут только нету. Какой тут только растительности не увидим. Повсюду цветы и зелень. Друзья, вот аллейка, которая ведет на пляж. Справа забор, за забором это все частный. Это вот центр отдыха Улитка, так называется. Тоже все хорошо, красиво, но не настолько, как в том месте. Много нового строится. Да, все эти комки, лотки, все закрыто после сезона. Единицы какие-то могут быть только работать. Вот
магазинчик открытый. Единственный, наверное, на этом пляже. Если пройтись по этой аллее, то слева от нее там эко-яйца. Ну, я не знаю, наверное, мы уже показывали раньше это. Эко-яйца, в которых можно жить в сезон. Но мы туда не пойдем. Много объявлений. Продается, сдается с мебелью, жильем. Так что были бы деньги, можно приобрести. Ну, у тех, у кого есть деньги, приобретают, конечно. И свое уже есть. Юля, как всегда, со мной. Всем привет. Друзья, решили мы узнать по поводу цен здесь на квартиры. Одно объявление: 73 квадрата, трехкомнатная квартира с мебелью, с ремонтом новым. Короче, 96 тысяч долларов окончательно. Вот такие здесь цены. Ну, сейчас цены везде вроде как поднялись. Наверное, и здесь также все. Ну, вышли мы с той аллейки. И вот так в центральной части, там он памятник космонавту. Все тоже, это все уже давно здесь. Но могу подойти снять. В принципе, может быть, кому-то интересно. Да, друзья, и фазаны тут бегают. Сейчас он. Вон побежал. Вон они, красавцы. Развелось много их в последнее время. Или охотников убавилось. Вон там самец. А то самки. Это, наверное, петушок, а то курочки. Прикольно. Целые стаи. Прикольно. Ну, белки это не редкость. Ну вот, космонавт. Без всяких опознавательных знаков, с какой планеты он и так далее. Жарко стало, стали раздеваться. Ну там Спокойно ходят, даже. фазаны, да, никого не боятся. Там площадка спортивная. Но это все по-старому. Да, здесь, конечно, что характерно, очень зелено. Лес местами очень густой, дремучий. Это, конечно, очень приятно. Че, в ту сторону пошли? Или в ту пошли, а потом придем в ту. Пошли вот так, кругом. Да, ну тротуарное покрытие где-то обновленное, где-то вот в таком виде. Ну, наверное, все равно со временем заменится. Ну и вот такие картинки не очень приятно глазу.
Ну, в общем, все равно хорошо. Березы высоченные. Ели. Такая вот кухня дунганская. Обещали в сезон с домашним уютом. Вокруг вода, видимо, как в Венеции. Дунганская Венеция. Дунганская Венеция. В бассейн спускаться запрещено было, когда была вода. Площадки какие-то огороженные. Волейбол. А, это волейбол. Теремок. И очень много посадочных мест. Да? Мгм. В сезон, может быть, и не хватает их. А может быть, и хватает. Но мы вышли к основному зданию. Вроде бы. Это основное здание. Да, там бассейн крытый. Вон девочка, она вообще. Такие аллейки березовые. Ели такие огромные. Вон она. Да, друзья, бассейн видно, что обновлен. И оборудование там, вон видно, новое. Конечно, всему в свое время. Приходится обновлять, менять, ломать и заново строить. Вот мы вышли на такую березовую аллею. Правда, покрытия тут никакого основательного нету. Наверное, в планах. Там, видимо, пищеблок. Ветерком сюда запах пищи можем почувствовать. Вы, конечно, не почувствуете, мы вот чувствуем. Вот смотри, что это за Дерево с какими-то ягодами красными. Сама ягода на шиповник похожа, но вряд ли это шиповник. Боярышник? Наверное, боярышник. А, наверное, да. Такая вот зона зеленая. Тележка уже много лет это здесь стоит. Никому не нужная, никто ей не пользуется. Белки прыгают, да. И в такую вот зону мы зашли. Цветочно-кустарную, древесную, каменную, с трубами. Ну и лавочками, мостиками. Видимо, здесь мини-водопад когда-то журчал. Но сейчас пока уже нет, не сезон. И ручей протекал по вот этому руслу.
вот в это мини-озеро, микроозеро. Все равно все красиво, аккуратно. Да, вот тут грецкие орехи. Чуть на дереве только я не вижу. А вот под деревом шкарлупки от орехов. Ну, я думаю, это этого года. Пустых очень много. Белки постарались. Я так думаю. Целых орехов здесь никто не увидит. Ну вот мы подошли к центральному входу в основное здание, обслуживающий территорию персонал на электроциклах встречается. Ну, вот эта аллея ведет к выходу, тоже красиво оформлено. Тоже, конечно же, все зелено. Хвойный запах нас все время сопутствует нам. В общем, вот, да, фасад обновили. Там внутри зимний сад. Сейчас зайдем, больше посмотрим. Кыргыз Денис. Добро пожаловать. Кош келиңиздер. Таким стеклом все затонированным, закрыто. Вот сад со своим запахом своеобразным. И пальмы здесь растут, и лианы вьются. Монстеры огромные, старые. Подсветка есть даже. Да, вот пальма. Хамерапс или хамеропс. Ну, да, это вообще здоровая пальма. И вот такие вот ветки с подпорками. Где ее название? Вот этой пальмы названия нигде нету. Не знаю, как она называется. Ну, в общем, вот так все здесь заросшее, заплетено, зелено. Травка такая зелено-желтая. Папоротник. Да, ну, чтобы оно все... Блин, такой ствол. Кому-то надо было здесь свои автографы оставлять. Самый высокорослый. Вот там Е+Л оставил. Друзья, это вот генплан этого санатория. И вот все
все услуги, которые они оказывают здесь в плане лечения. В плане лечения вот здесь процедуры. А тут вот можно будет ознакомиться точнее, что здесь, чем можно здесь воспользоваться. Тут даже есть открытый бассейн. 20-й. Выходим наружу сейчас. Ну вот выход КПП с территории. В общем, вот вход, центральные ворота в этот санаторий Кыргызское взморье. На этом, друзья, хочу ролик завершить. Кому-то, может быть, было интересно и понравилось, можете как-то отреагировать, подписаться даже. Ну и все. А так я всем желаю, конечно же, побольше здоровья. Ну и самое главное, мирного неба над головой. В наше время это актуально.